рад, что у меня есть возможность соприкоснуться с очень близкими мне по духу людьми, которые понимают мой мир, мой юмор, мое внутреннее понимание того или иного события. Все-таки я воспитан там, в этой замечательной стране. Вот. ხოთ მიიღოთ ჩემი აღიარება. მიხარია ძალიან რომ იმ ადამიანებთან ვარ, ვისთანაც ახლო ვარ, ვისაც ესმით ჩემი, რადგან ასე თუ ისე გაზრდილი ვარ ამ ქვეყანაში. И уже какое-то время мне милостью Господа дозволено быть вместе с вами и изучать Шримад Бхагаватам, чему я очень рад. და უკვე გარკვეული დრო არის, რომ უფლება მაქვს თქვენთან ერთად ვიყო და თქვენთან ერთად შევისწავლო შრიმად ბჰაგავატამი, რაც ძალიან მახარებს. Поэтому я хочу предложить вам слова из Шримад Бхагаватам. Это песня первая, 43 глава, 13 текст. Там говорится о том, что это Бхагавата Пурана сияет словно солнце. И она взошла сразу после того, как Господь Кришна, а вместе с ним религия, знания и прочее, удалился в свою обитель. ეს ბჰაგავატა პურანა მზესავით ანათებს და ის ამოვიდა მას შემდეგ, რაც უფალი კრიშნა მასთან ერთად რელიგია, ცოდნა და სხვა დანარჩენი თავის სამყოფელში წავიდა. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть непроглядной тьме невежества века Кали. ეს пурана მოუტანს სინათლეს ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს ხედვის უნარი კალის ეპოქის უკუნით წყვდიათში. Шрила Санатана Госвами говорит о Шримад Бхагаватам как о личности. შილა სანატანა გოსვამი შრიმად ბჰაგავატამზე საუბრობს როგორც პიროვნებაზე. И он обращается к Шримад Бхагаватам как к верховной личности Бога. და ის შრიმად ბჰაგავატამს მიმართავს როგორც ღმრთების უზენაეს პიროვნებას. Благодаря милости этой великой души мы можем тогда сблизиться очень легко с верховной личностью Бога. Если нам не хватает родственных отношений, мы можем просто обнять Шримад Бхагаватам и получить это удивительное впечатление. ამ დიადი პიროვნების წყალობით ჩვენ შეგვიძლია უზენაეს უფალს ძალიან დაუახლოვდეთ. თუ მაგალითად არ ყოფნის ნათესაობრივი ურთიერთობები, შეგვიძლია ჩავეხუტოთ შრიმად ბჰაგავატამს და ეს საოცარი გამოცდილება მივიღოთ. Да, для этого нужно просто довериться Шримад Бхагаватам. ამისთვის საჭიროა უბრალოდ მივედოთ შრიმად ბჰაგავატამს. Вот эта самая вера, она открывает путь к сердцу Господа. და ზუსტად ეს რწმენა ხსნის გზას უფლის გულისკენ. И это впечатление будет полным, не нуждающимся в дополнительном доказывании, что это возможно. და ეს შთაბეჭდილება იქნება სრული, რომელსაც არ სჭირდება დამატებითი მტკიცებულება, რომ ეს შესაძლებელია. По милости духовного учителя, немой может стать великим оратором, а хромой пересечь горы Гималаи. სულიერი მოძღვრის წყალობით მუნჯი შეიძლება დიდი ორატორი გახდეს, ხოლო კოჭმა ჰიმალაების მთები გადალახოს. Мукам кароти пачалам пангум ланкхаете гирим яткрипа тамахам ванде шигурум динатаранам. Намаом Вишну падая Кришна прештхая путале шимате бхакти веданта свами ити намине. Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шунявади Пасчатя Деша Тарине. Я вижу храмовую комнату, да, и замечательное изображение части туловища преданного. მე ვხედავ ტაძრის ოთახს და ვხედავ შესანიშნავ გამოსახულებას ადამიანის ნაწილს, სხეულის. Ну, это в свое время при Советском Союзе был такой знак качества.
мужик без головы. თავის დროზე საბჭოთა კავშირში ესეთი ნიშანი იყო ხარისხი ადამიანი თავის გარეშე. Поэтому, если это возможно, пожалуйста, если божества открыты, дайте возможность получить даршан. თუ შესაძლებელია გთხოვთ თუ ღვთაებები ღია საშუალება მომეცეთ დარშანი მივიღო. Харе Кришна. Они удивительны. Столько милости от них. Я очень благодарен тем, кто потрудился, что я получил этот даршан. Очень благодарен. საოცარები არიან და ძალიან მადლიერი ვარ, ვინც იწვალა რომ ეს ნაიშრომა რომ ეს დარშანი მიმიღო. Для того, чтобы нам было интереснее и легче получить настроение, при котором Шримад Бхагаватам дает самые хорошие результаты, я предлагаю послушать, как относится Шрила Санатана Госвами в своей Кришна Лила Ставе к Шримад Бхагаватам. იმისთვის რომ სწორი განწყობა მივიღოთ, გთავაზობთ რომ მოვისმინოთ შრილა სანატანა გოსვამი როგორ მიმართავს თავის კრიშნა ლილას დავაში შრიმად ბჰაგავატამს. О Шримад Бхагаватам, я в почтении склоняюсь перед тобой. ო შრიმად ბჰაგავატამო მე მოწიწებით ვიხრიქეთ შენს წინაშე. Читая тебя, человек немедленно погружается в трансцендентное блаженство, поскольку твои слоги проливают нескончаемые потоки дождя чистой любви к Богу. შენი წაკითხვით ადამიანი მაშინვე ნეტარებაში იძირება, რადგან შენი მარცვლები წვიმასავით გვასხავს ღმერთის სიყვარულის წყალობას. Ты заслуживаешь вечного поклонения всех и каждого, ибо ты воплощение Господа Кришны. შენ მარადილულ თაყვანისცემას იმსახურებ ყველას და თითოეულისა, რადგან შენ ხარ კრიშნას განსხეულება. Мадека бандхо, мад сангин, мад гуро, ман махат хана, ман ништарага, мад бхагья, мад ананда намостуте. О Шримад Бхагаватам, о мой единственный друг, ო შრიმად ბჰაგავატამო, ო ჩემო ერთადერთო მეგობარო, о мой спутник, о мой учитель, ო ჩემო თანამგზავრო და ჩემო მოძღვარო, о мое величайшее сокровище, ო ჩემო უდიადესო საგანძურო, о мой спаситель, о моя удача, ო ჩემო მხსნელო, ჩემო იღბალო, о мое блаженство, я вновь и вновь в почтении склоняюсь перед тобой. ო ჩემო ნეტარება, მე კიდევ და კიდევ ქეთს ვიხრი მოწიწებით შენს წინაშე. Асатху сатху дадаин, атиничо чатарака, ханамунча кадачин мам, премахрит гантайо спура. О Шримад Бхагаватам, о дарующий святость грешникам, ო შრიმად ბჰაგავატამო, რომელიც სიწმინდეს ჩუქნის ოდულებს, о спаситель самых падших, ო ყველაზე დაცემულების მხსნელო, пожалуйста, никогда не покидай меня. ხო, ნურასდროს მიმატოვებ. Пожалуйста, проявись в моем сердце и на моих устах, как песнь чистой любви к Кришне. გთხოვ გამოვლინდე ჩემს გულში და ჩემს ბაგეებში, როგორც კრიშნასადმი წმინდა სიყვარულის სიმღერა. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 2, текст 43. შრიმად ბჰაგავატამის სიმღერა მეშვიდე თავი მეორე ლექსი 53. Ядханало дарушубхинаяте, ядханило деха гатаха бритхавстида, ядханабха сарва гадам на санджате, татхапуман сарва гунашрая парахам. Перевод. Огонь сокрыт в дровах, но отличен от них. Воздух
можно ощутить во рту и ноздрях, но он существует отдельно. Эфир пронизывает собой все, но ни с чем не смешивается. Так и душа, хотя она заключена в темницу материального тела и является источником его существования, полностью отлична от него. თარგმანი როგორც ცეცხლი, რომელიც შიშას უკიდია, შიშისგან განსხვავდება, როგორც პირსა და ნესტოებში არსებული ჰაერი განცალკევებულია მათგან და როგორც ყოვლის გამჭოლი ცა არასდროს შეერევა რაიმეს, ასევე აცოცხალი არსებაც, ამჟამად ის საკუთარ მატერიალურ სხეულშია დამწყვდეული, მაგრამ მაინც განცალკევებულია მისგან. Удивительный комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады. საოცარი კომენტარებია შილა პრაბჰუპადას. Я прошу прощения, забыл поблагодарить особенно тех, кто меня услышал и находится в видеоформате. Благодарю вас за это. მადლობას გიხდით პირველ რიგში, ვინც მე მომისმინა და ვიდეო ფორმატში იმყოფება. В Бхагавад-гите Верховный Господь объяснил, что Он источник и материальной, и духовной энергии. Материальная энергия Господа состоит из 8 отдельных стихий. Мепхина пракритир аштатха. Но хотя эти 8 стихий, то есть грубые и тонкие материальные элементы, названы пхина, отдельными, отделенными, на самом деле они не отделены от Господа. Кажется, что Параматма, Верховный Господь, существует отдельно от индивидуальных душ, так же, как огонь существует отдельно от дров, или воздух отдельно от ноздрей и рта, через которые он проходит, но в то же время индивидуальные живые существа неотделимы от высшей личности, сверхдуши. В этом суть Ачинтья Бхеда Бхеда Татвы, учение, которое раскрыл Шри Чайтанья Махапрабху. На первый взгляд, душа, находящаяся во власти закона кармы, существует отдельно Верховной Личности Бога. Однако на самом деле их связывают очень близкие отношения. Нам может казаться, что сейчас Господь не обращает на нас внимания, но сам Он непременно наблюдает за нами. Поэтому, что бы ни происходило, нам нужно просто полагаться на всемогущего Верховного Господа. Тогда мы сумеем восстановить свои сокровенные отношения с Ним. Господь повелевает всем, и мы должны уповать на Него и быть покорными Его воле. Ома гьяна тимирандхасya гьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манопиштам Стхапитам Ена Путале Своям Рупах Кадамакьям Дадати Свападантикам Тринядапи Суничина Тарарапи Сахишнуна Аманина Манадена Киртания Сада Харих. Я попрошу вас прочитать комментарий Шрилы Прабхупады на грузинском языке, ибо без того, чтобы не услышать Шрилу Прабхупаду, будет сложно понять в целом вот это послание Господа. კომენტარები. ბჰაგავად-გიტაში ღმრთების უზენაესმა პიროვნებამ განმარტა, რომ მატერიალური და სულიერი ენერგიაც მისგან იღებს სათავეს. მატერიალური ენერგია წარმოდგენილია როგორც მე-ბჰინა პრაკრიტირ აშტადჰა, ანუ უფლის 8 განცალკევებული ენერგია. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 8 უხეში და ნატიფი მატერიალური ენერგია, სახელდობრ მიწა, წყალი, ცეცხლი, ჰაერი, ეთერი, ჭკუა, გონება და სრუეგო ფინად უფლის განცალკევებულ ენერგიადაა წოდებული, სინამდვილეში ისინი არ არის განცალკევებული. როგორც ცეცხლში ჩანს შეშისგან განცალკევებული და როგორც სხეულის პირსა თუ ნესტოებში არსებული ჰაერი,
სხეულისგან დამოუკიდებელი სუბსტანციაა, ასევე პარამატმა ღმერთების უზენაესი პიროვნება ერთი შეხედვით ცოცხალი არსებისგან განცალკევებული ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში იგი ერთდროულად განცალკევებულიცაა და არ არის განცალკევებული. ეს გახლავთ ფილოსოფია აჩინტია ფედა აბჰედა ტატვა, რომელიც შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუმ წარმოგვიდგინა. საკუთარი კარმის შედეგების შესაბამისად ცოცხალი არსება ღმერთების უზენაესი პიროვნებისგან განცალკევებული ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში იგი უფალთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ასე რომ, თუმცა ახლა ისე ჩანს, თითქოს ჩვენ უფლის მიერ მივიწყებულნი ვართ, სინამდვილეში იგი ჩვენ ყველა საქმიანობას აკვირდება. ამის გამო ჩვენ მხოლოდ ღმერთების უზენაესი პიროვნების ყოვლის შემძლეობაზე უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და ამით აღვადგინოთ მასთან ჩვენი თავდაპირველი ურთიერთობა. ჩვენ მის განგებლობასა და მართვას უნდა მივენდოთ. Благодарю вас. Как огонь сокрыт в дровах, но отличен от них. Воздух можно ощутить во рту и ноздрях, но он существует отдельно. Эфир пронизывает с собой все, но ни с чем не смешивается, так и душа, хотя она заключена в темницу материального тела и является источником его существования, полностью отлично от него. Здесь очень большое желание сделать несколько аналогов для того, чтобы мы могли соприкоснуться с этим глубже, чтобы было понимание не просто чисто теоретическое, а на практике, как осязать эту науку Шримад Бхагаватам. აქ ძალიან მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო, რომ არა მხოლოდ თეორიული გააზრება გქონდეს, არამედ როგორც შეიძლება შევიგრძნოთ ეს მეცნიერება შრიმად ბჰაგავატამის. Говорится, что есть 8 стихий, из которых состоит это человеческое тело. ნათქვამია, რომ არის 8 სტიქია, რომლისგანაც ადამიანის სხეული შედგება. 5 грубых элементов и 3 тонких. 5 უხეში ელემენტი და 3 ნატიფი. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. ეს არის მიწა, წყალი, ცეცხლი, აერი, ეთერი, ჭკუა, გონება და ცრუებო. И 9 – это душа. მე-9 კი არის სული. И Иисус говорил: стучитесь и откроется. Какие двери стучитесь, те откроются. იესო ამბობდა დააკაკუნეთ და გაიღება და რომელ კარებსაც აკაკუნებთ, ის კარები გაიღება. И самое интересное, что все эти явления, они находятся под контролем 3 гун материальной природы. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ყველა ეს მოვლენა კონტროლის ქვეშაა მატერიალური გუნების მიერ. Все зависит только от того, что мы воссоздаем в эфире, в каком качестве сознания мы пребываем, когда вибрируем в эфире. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რას ვქმნით ეთერში, რა ცნობიერების ხარისხში ვიმყოფებით, როდესაც ეთერში ვიბრირებთ. То есть в каких гунах наше сознание, когда мы пытаемся донести до окружающей среды то, что нас беспокоит. ანუ რა გუნებშია ჩვენი ცნობიერება, როდესაც ვცდილობთ გარშემოყოფებზე მივიტანოთ გარშემოყოფებამდე ის ცნობიერება. Слова похожи на упаковку. სიტყვები გავს შეფუთვას. Но начинка – это гуны материальной природы. მაგრამ შიგთავსი არის მატერიალური ბუნების გუნები. И мы уже немножко знаем об этом, что когда пытаемся практиковать и озвучивать в эфире, и чувствовать, впечатляться, как что воспроизводит эфир, в каком качестве мы реагируем на послание, это будет как раз та самая практика, которая будет утверждать нас, где необходимо находиться. როდესაც ეთერში ვგრძნობთ გზავნილებს და ამ გზავნილებზე
რა რეაგირებაც უექნება, ეს არის ზუსტად ის თვისება, სადაც უნდა ვიყოთ. Известно уже нам, да, что гуна невежества– это безумие. ჩვენთვის ცნობილია, რომ უმეცრების გუნა არის სიგიჟე. Много разных вариантов проявления этого безумия, და как тонкого, так и грубого. ამ სიგიჟის გამოვლინების ბევრი სხვადასხვანაირი ვარიანტი არსებობს, როგორც უხეში, ისე ნატიფი. Самое большое безумие– это отвергнуть верховную личность Бога и душу. ყველაზე დიდი სიგიჟეა უარყოთ უზენაესი უფალი და სული. Но у нас есть возможность чисто практически доказать, вибрируя в эфире самый тонкий из материальных элементов, грубых, да, который ближе всего находится к сердцу, к душе. მაგრამ ჩვენ პრაქტიკული საშუალება გვაქვს, რომ დავამტკიცოთ სულის არსებობა იმით, რომ ვიბრირებით საშუალებით ეთერში, რადგან ეთერი ყველაზე ნატიფი ელემენტია უხეში ელემენტებიდან, რომელიც სულთან ყველაზე ახლოს არის. Мы, наверное, можем утверждать, что каждый имеет такой опыт, что прозой заставить танцевать очень трудно, немотивированно. და ალბათ ყველას აქვს ეს გამოცდილება, რომ პროზას აიძულოს ეკვა ძალიან რთულია არამოტივირებულად. Но если звучит песня, მაგრამ თუ სიმღერა ჟღერს, то сердце отзывается. მაშინ გული აყვება ამას. И мы видим, какое огромное впечатление производит на человека песня. და ჩვენ ვხედავთ, რომ უდიდეს შთაბეჭდილებას ახდენს ადამიანზე სიმღერა. Ну, наверное, не секрет, да, что некоторые танцевали под Феличита, там, под Чингисханом или еще что-то. ალბათ საიდუმლო არ არის, ზოგი ცეკვავდა ფელიჩიტაზე და ზოგი კიდევ რაღაც სხვა რამეებზე. Или листья желтые где-то там кружатся. ან ყვითელი ფოთლები ტრიალებს სადღაც. То есть обратите внимание, пожалуйста, как удивительна сама песня. ყურადღება მიაქციეთ, რამდენად საოცარია თვითონ სიმღერა. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху Харинама Санкиртана Ягью ввел как самый доступный метод возрождения духовности нашей. ამიტომაც შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუმ შემოიტანა არინამა სანკირტანა ეს მეთოდი, რომელიც ყველაზე ხელმისაწვდომი მეთოდია ჩვენი სულიერების აღდგენის. Это возбуждает, это пробуждает душу. ეს აღვიძებს სულს. Как удивительно, посмотрите, когда люди медитируют на то, что там где-то Феличита поет, да, это одно состояние. Но когда мы слышим с любовью воспевание из чистых уст духовного учителя, воспевание Харе Кришна Махамантры, она моментально проникает в сердце. როცა ადამიანები ფელიჩიტას მღერიან, ეს სხვა არის, მაგრამ როცა სულიერი მოძღვარი მღერის ჰარე კრიშნა მაჰამანტრას, ეს გულში აღწევს. Удивительно другое. И в том, и в другом случае песня достигает своего результата. Чувствует она ее. საოცარი სხვა რამ არის, რომ ორივე შემთხვევაში სიმღერა თავის შედეგს, თავის მიზანს აღწევს, რადგან ის გრძნობს ადამიანი ამას. Но в первом случае прилипает к Феличита, во втором случае к стопам Верховной Личности Бога. თუმცა უბრალოდ პირველ შემთხვევაში ფელიჩიტას ეწევება, სული მეორე შემთხვევაში კი უზენაესი უფლის ტერფებს. Поэтому ради нашего внутреннего полного умиротворения Господь говорит, все, что бы ты ни делал, все, что бы ты ни ел, предлагал или отдавал, какую бы тапасию ни совершал, делай как подношение мне. ამიტომაც უფალი ამბობს, რა საქმესაც არ უნდა აკეთებდე, რასაც არ უნდა ჭამდე, რა ტაპასიაცაც არ უნდა ასრულებდე, ყველაფერი გააკეთე როგორც შემდამი. Почему? Потому что от соприкосновения, от йоги, вот этого контакта зависит очень многое. С чем мы в контакте, ту милость и обретаем.
რადგან შეხებაზე, იოგაზე, ამ კონტაქტზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, რასთანაც ვართ კონტაქტში, იმას ვიღებთ. И это без сомнения, потому что все передается. В материальном мире любая гуна природы имеет свое могущество и передается. Иначе говоря, это заражает, инфекционное это все. და ეს უეჭველად ასეა, რადგან ეს გადაეცემა მატერიალურ სამყაროში ყველაფერი, ყველა გუნა გადაეცემა ინფექციური ბუნება აქვს. А теперь давайте посмотрим, несем ли мы ответственность, что мы передаем, в каком качестве наше сознание. Мы эманируем это без какой-либо дополнительной усилий. ახლა კი ყურადღება მივაქციოთ რამდენ ხალა პასუხისმგებლობა გვაქვს ჩვენ როგორ ვემანირებთ, რას გადავცემთ. С нами связаны ментально сотни людей. ჩვენთან მენტალურად ასობით ადამიანია დაკავშირებული. Закон физики, закон сообщающихся сосудов о чем говорит? Что горизонт выравнивает все, они обмениваются теми энергиями, которые у них есть. ფიზიკის კანონი გვეუბნება, რომ ჰორიზონტი ყველაფერს ათანაბრებს, ანუ ისინი იმ ენერგიებს ცვლიან ერთმანეთში, რაც მათ აქვთ. То есть теперь вопрос такой, со мной связано очень много живых существ, такие как родители, предки, даже ушедшие предки, когда я их вспоминаю, эта связь с ними, она не рушится так быстро. ჩემთან ბევრი რამ არის დაკავშირებული მშობლები, წინაპრები, წასული წინაპრებიც, როცა მათ ვიხსენებ, ეს კავშირია, ეს კავშირი ესე მალე არ ინგრევა. И какова наша социальная ответственность, в каком состоянии сознания мы должны находиться. როგორია ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა, რა ცნობიერების მდგომარეობაში უნდა ვიყოთ. Иисус говорил, спаси себя сами, тысячи вокруг спасутся. Это как раз про это. იესო ამბობდა საკუთარი თავი გადაარჩინე და შენს გარშემო 1000 გადარჩება და ეს ზუსტად ამაზეა. А формула йоги какая? Познав себя, мир познаешь. იოგას ფორმულა კი როგორია? შეიცნობ საკუთარ თავს, შეიცნობ სამყაროს. Как удивительно хитросплетение кармическое. Мы не будем глубоко вдаваться, это очень сложная тема, но то, что мы можем, на поверхности лежит, мы обязательно должны внимание этому уделять. როგორი საოცარი რამ არის ეს კარმული ჩახლართვები. ჩვენ სიღრმეებში არ ჩავალთ, რადგან ძალიან რთული თემაა, მაგრამ რაც ზემოთ დევს აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ. Представьте себе, что у меня есть связь вот такая вот. Огромная связь с сотни количества людей, да? წარმოიდგინეთ, მე მაქვს კავშირი უზარმაზარი ასობით ადამიანთან ასეთი. Есть пассивная и активная связь. არის პასიური და აქტიური კავშირი. Пассивная – это значит, где-то там на полочке лежит, и при необходимости я на нее обращаю внимание и подпитываюсь. О, да, это хороший контакт, это плохой контакт. პასიური ნიშნავს სადღაც თაროზე დევს და საჭირო აუცილებლობის შემთხვევაში ვიყენებ, ანუ ეს კარგი კონტაქტია, ეს ცუდი კონტაქტია. Активный – это когда уже приходит эмоция сверху. აქტიური არის უკვე ის კონტაქტი, როცა ზემოდან ემოცია მოდის. И это передается с этой эмоцией как раз на ту самую вот полочку, где это все лежит. ეს ზუსტად იმ ემოციაზე გადაეცემა ზუსტად იმ თაროზე, სადაც ყველაფერი დევს. Вопрос, что мы эманируем? Причинно-следственная связь, карма, она никуда не девается. Это тело, оно находится в определенном ресурсе, и мы должны попробовать понять, какова наша ответственность по отношению к пребыванию в этом материальном теле. საკითხი იმაშია, რომ რითი ვემანიერებთ გარე სამყაროსთან კარმა, არსად მქრება რაშია ჩვენი პასუხისმგებლობა. ამ სხეულში როცა ვართ, უნდა ვიცოდეთ ამ სხეულს რა რესურსები აქვს. В теории здесь говорится, что я душа. Окей. თეორიაში აქ არის ნათქვამი, რომ მე სული ვარ, კარგი. Хорошо.
можно принять как за основу, но как почувствовать ее, эту самую душу, отделенную от тела? შეიძლება მივიღოთ როგორც საფუძველი, მაგრამ როგორ შეიძლება ვიგრძნობთ ეს სული, რომელიც განცალკევებულია სხეულისგან? Есть только один способ– с любовью обратиться к великой душе. მხოლოდ ერთი საშუალება არის სიყვარულით მივმართოთ უდიდეს სულს. И я хочу предложить вам этот маленький эксперимент. და მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს პატარა ექსპერიმენტი. Итак, я принес огромную корзину из ореховых прутьев свежих, очень пахучих и ароматных цветов. Вы видите эту корзину? ამგვარად მე მოვიტანე ა, უზარმაზარი უზარმაზარი კალათა, სადაც ძალიან მშვენიერი და სურნელოვანი ყვავილებია, მრავალფეროვანი. Ментально вы можете дотянуться до этой корзины и забрать сколько угодно цветов, потом опуститься в свое собственное сердце и, признав верховную личность Бога словами «Я признаю тебя, прими мое подношение», მენტალურად შეგიძლიათ ხელი მოჰკიდოთ ამ ყვავილებს აიღოთ და თქვენს გულში უზენაეს უფალთან მიიტანოთ და უთხრათ სიტყვებით მე შენ გაღიარე. и прими, пожалуйста, мое подношение. გთხოვ მიიღე ჩემი ზღვენი И замрите, попробуйте получить ответ. Не придумывайте этот ответ, а подождите, когда он каким-то образом себя проявит. და გაშეშთით დაელოდეთ პასუხს, არ მოიგონოთ ეს პასუხი, არამედ დაელოდეთ, რომ რამენაირად თავი გამოავლინოს ამ პასუხმა. Шрила Прабхупада говорит, Кришна всегда отвечает, и это факт. შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ კრიშნა ყოველთვის პასუხობს და ეს ფაქტია. Это Манаса Пуджа. ეს არის მანასა პუჯა. Она очень могущественная, ის ძალიან ძლევამოსილია. потому что это выше наших грубых материальных чувств и выше 5 стихий, რადგან первых ეს грубых стихий. უფრო მაღლა ვიდრე ჩვენი მატერიალური გრძნობები და უფრო მაღლა ხუთი უხეშ სტიქიაზე მაღლა. Итак, давайте на счет три. Три. Берем много, не беспокойтесь, можно пожадничать. Цветов, опускаемся в свое собственное сердце и с великим почтением. О Господь, я признаю Тебя, прими, пожалуйста, мое подношение. ახლა კი სამთვლაზე სამი შეგიძლიათ აიღოთ რაც შეიძლება მეტი ყვავილი, შეგიძლიათ დახარბდეთ, წაიღოთ ეს ყვავილები თქვენს გულში, მიიტანოთ უფალთან და უთხრათ: "ო უფალო, მე შენ გაღიარე, გთხოვ, მიიღე ჩემი ძღვენი." Пожалуйста, участвуйте в этом. Это очень важно. გთხოვ, თამაში მონაწილეობა მიიღეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Я уверен, что у кого-то уже есть какой-то результат. დარწმუნებული ვარ, რომ ვიღაცას ვინ უკვე აქვს გარკვეული შედეგი. Что вы получили как послевкусие? რა გემოდაგრჩათ? Как Кришна ответил, изменилось ли ваше внутреннее состояние, настроение? როგორ უპასუხა კრიშნამ? შეიცვალა თქვენი შინაგანი განწყობა? Если да, то как? Пожалуйста, подскажите. თუ კი, მაშ როგორ? Да, Матаджи Марьям, Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Джай Прабхупад. Мне тяжело сформулировать. Почему-то мурашки пошли, и я плачу. Ну, не понимаю, в чем дело.
А какое послевкусие? Тишина, какой-то покой пришел. Безмятежность. Это Кришна ответил вам на ваше подношение. Здесь формулировка не нужна. В это время приходит абсолютная свобода от всего материального мира. Это как Амдрос, раз, это как раз и есть результат эксперимента. Я бы очень попросил, практикуйте это. Если Кришна существует, он должен проявляться в моей жизни. То есть отношения должны быть. И признаки того, что Кришна ответил, вы сейчас как раз их выразили. В Святом Писании есть определенные признаки, когда человек находится на ощущении трансцендентного Господа. Да. Кто-то еще, может быть, отреагирует, что вы получили на эксперимент ваш. კიდევ ვინმე ხომარ უნდა რეაგირება მოახდინოს რა მიიღეს თქვენს ექსპერიმენტზე. Это простой тест, очень простой, подчиняется вам ум или нет. ეს ძალიან მარტივი ტესტია, თქვა გემორჩილებათ თუ არა. Да, Прабху, Вишну Шакти, Прабху, пожалуйста. Харе Кришна. Ну, я даже не знаю, мне кажется, даже неприлично говорить У о нас таких очень результатах. дружелюбная, у нас очень дружелюбная санга, и мы имеем право делиться впечатлениями. Здесь ничего другого нету. Я имел в виду, что у меня необычный результат получился. Я никогда не думал, что так можно. Вот. Манаса Пуджа, ну, мне представлялось, это то, что мы изучаем Святые Писания. Ну, Кришна сказал, кто поклоняется, а кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. Ну, я и думал, что это вот это и должно быть так. Но вот так, чтобы конкретно взять цветы, предложить Кришне в сердце, ну, до этого как-то не доходило у меня. Мои, мои способности ментальные до этого не дошли. И вот я Это попробовал, когда вы... $10 с вас. Джай. Вот. Счет укажите там. Короче, когда вы первый раз сказали еще, вот надо сделать вот так, я сразу же думаю, ух ты, как интересно. Я залез в эту корзину, у меня получилась почему-то охапка роз, я их люблю за исключительный аромат. И почему-то там еще линии оказались, я не могу понять почему, я их терпеть не могу, но может быть потому, что они сильно пахнут. Я, значит, этот букет, не знаю кому, как-то в сердце к себе зашел, нету там никого, думаю, ну ладно, я просто склоню голову и предложу Кришне. Предложил, краем глаза посмотрел, смотрю, лицо возле цветов появилось. Присмотрелся, это наши божества. Джай, Они не отличны от него. да. Вот. А потом, когда вы второй раз сказали, давайте сделаем это, я второй раз сделал, боже мой, я оказался на ветвях дерева, рядом вижу большой, огромный попугай, почему-то он тоже зеленого цвета, вот, и какаду, знаете, только большой, огромный такой. И я предлагаю ему эти розы, уже открыв глаза, понимая конкретно, что это сверхдуша, что это Господь в моем сердце, вот, что, ну почему дерево? Ну, в общем, я его предложил, он, знаете, как взъерошил перья так. У него все это поднялось так вот вокруг головы зеленого шелковистого цвета. Они переливаются все прямо вот радужные такие. Но цвет основной зеленый был. Но такие вот переливчатые все. Прям, боже мой. И он взлетел тут же и сел мне на плечо.
Ой, боже мой, меня прямо пробило все. Как сказала Марьям, мурашки по коже побежали. Вот, ну и да, ну нет, не скажу, что было умиротворение. У меня такая, знаете, непонятная радость вместе с изумлением. Может быть, даже где-то страх там примешивался. Боже мой, кто я, кто этот попугай, вообще говоря. Вот такое впечатление у меня получилось. Не знаю, может, у меня фантазия А разыгралась. какое послевкусие у вас? У меня ощущение подъема. Очень хорошо, замечательно. Я предлагаю вам писать комиксы. У вас все хорошо получится. Комиксы писать. Никогда не пробовал. Они будут вдохновлять очень сильно. Жаль. Харе Кришна. А Харе есть Кришна. еще один человек, который готов поделиться своими впечатлениями, если он участие принимал во всем этом? კიდევ ხომ არ არის ერთი ადამიანი, ვისაც უნდა გააზიაროს, ვინც მონაწილეობა მიიღო? Окей, я не буду настаивать, это ваш выбор. На нашей санге мы очень легко общаемся. Да, пожалуйста, Ашрам онлайн. Я не знаю, кто будет там выступать, но согласен. Hare Krishna. Primite moj pakloni. Чай Прабхупад. Podes ვიხდი ვერ ვთავ უბრალოდ კამერას ხილამ. არა ვარ ისეთ სიტუაციაში და რატი უთხარით რა თუ შეგიძლია. კარგი. Харибо. ეტყვი თუ გავაგრძელო? თუ Гайго, просто он не в таком ситуации, чтобы включить камеру и не может. Вы уже все сказали, принимается. გასაგები არის. ანუ მეც მივიღე მონაწილეობა ამ ექსპერიმენტში. Я тоже принял участие в эксперименте. ყოველთვის მაქვს სურვილი, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ აი ყვავილები დავაყარო ღვთაებებს, ესე ვაყარო ხოლმე ღვთაებებს. У меня всегда есть большое желание, чтобы бросать цветы Я в божество. грузинский я понимаю. Спасибо большое. Хорошо. და ანუ ესე ვაყრი ხოლმე უბრალოდ მეტი არაფერი. ანუ ძალიან მიხარია, всё, ეგ არის და Ну что же, радость – это смысл жизни, говорит Шрила Прабхупада. Значит, у вас все получилось. ცხოვრება სიხარული ცხოვრების არ სიაშლა პროპაგანდამობს, ამიტომ ესე იგი ყველაფერი გამოგივიდეთ. И источником радости является контакт со Всевышним. და სიხარულის წყარო არის კონტაქტი უზენაესთან. Итак, что мы привнесли в нашу собственную жизнь этой маленькой практикой? Мы привнесли то, что есть отделенные энергии и объект энергии. То есть объект – это восприятие, объект воздействия. ამგვარად რა მოვიტანეთ ამ პატარა ექსპერიმენტით ჩვენ ცხოვრებაში არის უამრავი ენერგიები და აღქმის ობიექტი. Итак, мы постучались в свое собственное сердце, в духовный мир. ამგვარად ჩვენ დავუკაკუნეთ ჩვენს საკუთარ გულს, სულიერ სამყაროს. И мы увидели, как восхищает послевкусие этого эксперимента. და ჩვენ ნახეთ რამდენად დიდ აღფრთოვანებას ეწევს ჩვენში ამ ექსპერიმენტის გემო რაც გრჩება. То есть бхакти-йога – это очищение чувств. ფაქტი იოგა არის გრძნობათა განწმენდა. И когда мы пытаемся, следуя Шримад Бхагаватам, на практике, принимая это как руководство, ощущать себя как душу, отделенную от этого тела, от этих 8 стихий, Кришна позволяет этому быть. როცა შრიმად ბჰაგავატამის ხელმძღვანელობით ჩვენ ვცდილობთ შევიგრძნოთ ეს საკუთარი თავი როგორც განცალკევებული სული ამ 8 სტიქიდან, კრიშნა ამის საშუალებას გვაძლევს.
Вот здесь прозвучал комментарий, что получили безмятежное сознание. აქ კომენტარებში თქვენს, რომ აუღალებელი ცნობიერება მიიღეს. О чем это речь идет? О том, что ум стал шелковым, абсолютно безмятежным. საუბარი იმაზეა, რომ სინამდვილეში ჭკუა გახდა სრულიად აუღალებელი. И вот этот маленький нектар из этого единственного, фактически минутного эксперимента, да, так сильно вдохновляет. Что же говорить о вечности в этом настроении? და ეს პატარა წამიერი ექსპერიმენტიც კი თუ ასე ძლიერად გვამხნევებს, მაშ რაღა უნდა ვთქვათ მარადიულობაზე ამ მდგომარეობისა. И вот, возвращаясь к ответственности за свою собственную жизнь, мы должны прекрасно помнить, что если мы позволяем себе плавать в гунах материальной природы, без сомнения результаты будут те же. და თუ ჩვენი ცხოვრების პასუხისმგებლობას დავუბრუნდებით, თუ საშუალებას მივცემთ, რომ ჩვენ მატერიალურ გუნებში ვიცურავთ, მაშინ შედეგებიც შესაბამისი იქნება. Разумеется, Шрила Прабхупада говорит, не кидайтесь грязью. Не факт, что достанете, но руки останутся испачканными. ლაბრაპად ამბობს, ნუ ისვრით ჭუჭხს, ფაქტი არ არის, რომ ჭუჭხს მიაწვდენთ, მაგრამ ხელები კი ნამდვილად გაგიჭუჭყიანდებათ. Наша задача попробовать понять, как жить в благости, чтобы перейти в чистую благость. ჩვენი ვალია გავიგოთ, როგორ ვიცხოვროთ სათნოებაში, რომ გადავიდეთ წმინდა სათნოებაში. Итак, я уверен, у присутствующих есть какой-то опыт обучения, может быть, в школе, в колледже, в университете. დარწმუნებული ვარ, აქ დამსწრეებს აქვს სწავლის გამოცდილება, შეიძლება კოლეჯში, სკოლაში, უნივერსიტეტში. И в этих аудиториях есть обычно преподаватели и ученики. ამ აუდიტორიებში, როგორც წესი, არის მასწავლებლები და მოსწავლეები. И у этих преподавателей, учеников одна единственная миссия. Учитель обучает, есть Писание, и есть ученики, которые обучаются. და მათ აქვთ ერთადერთი მისია მასწავლებელი ასწავლის და არიან მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ. Что различает учеников? Только одна вещь. Кто-то очень добросовестно пытается освоить это знание, а кто-то относится к этому пренебрежительно. Соответствующий результат. რა განასხვავებს ამ მოსწავლეებს? ვიღაც კეთილსინდისიერად ცდილობს შეითვისოს ეს ცოდნა, ვიღაც კი გულგრილად ეპყრობა ამ ცოდნას შესაბამისად და იღებენ შესაბამის შედეგებს. Один может стать доктором наук, а второй не использовать свой диплом, даже если он его получил, и работать где-то охранником. ვიღაც შეიძლება მეცნიერთა დოქტორი გახდეს სამეცნიერო და ვიღაც შეიძლება დიპლომი სულ არ გამოიყენოს და სადღაც მუშად იმუშაოს. И все зависит только от того, как ответственно он пытался реализовать знание. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად პასუხისმგებლობით ცდილობდა სოდნის რეალიზებას. Итак, реализация. Что это такое? ამგვარად Это значит, რეალიზაცია რა я არის? владею. Это значит, это часть меня, как дыхание. ეს ნიშნავს, რომ მე ამას ვფლობ, ეს ჩემი ნაწილია, როგორც სუნთქვა. Но чтобы это стало как дыхание, нам необходимо обрести достойную привычку. მაგრამ ეს რომ ჩვენი სუნთქვასავით გახდეს, აუცილებელია ღირსეული ჩვევა მივიღოთ. Шрила Прабхупада говорит, что если 3 месяца культивировать под руководством истинного духовного учителя, это становится доброй привычкой. შლაპარაკდა ამბობს, რომ 3 თვე რომ მოვახდინოთ ამ ჩვევის კულტივირება სულიერი მეზღვრის ხელმძღვანელობით, ეს დასკეთო ჩვევა გახდება. Итак, вопрос. Какую цель я преследую в сознании Кришны? Что я хочу от сознания Кришны? ამგვარად შეკითხვა, რა მიზანი მაქვს კრიშნას ცნობიერებაში, რამ სურს კრიშნას ცნობიერებიდან? На этот вопрос нам необходимо обязательно ответить. და ამ შეკითხვას აუცილებლად უნდა ვუპასუხოთ. Чтобы в этом течении, в сознании Кришны, мы шли осознанно.
რათა ამ დინებაში კრიშნა ცნობიერებას ჩვენ გაცნობიერებულად მივდიოდით преследуя ту самую цель, которую мы себе ставим, და მივყვეთ ამ მიზანს, რომელიც დავისახეთ. чтобы не быть частью массы. მასის ნაწილი რომ არ ვიყოთ. Мы должны быть в коллективе, но индивидуальной душой обязательно остаться. ჩვენ კოლექტივში უნდა ვიყოთ, მაგრამ აუცილებლად დავრჩეთ ინდივიდუალურ სულად. Что объединяет, это только дружелюбие. რა გვაერთიანებს, ეს გვაერთიანებს მხოლოდ კეთილგანწყობა. И вот это самое дружелюбие дает возможность очень легко интегрироваться в отношениях, но оставаться в то же время индивидуальной душой. და ეს კეთილგანწყობა გვაძლევს საშუალებას ურთიერთობებში მარტივად ვინტეგრირდეთ, მაგრამ ამავე დროს დავრჩეთ ინდივიდუალურ სულად. У дружелюбия есть два удивительных качества. კეთილგანწყობას აქვს ორი საოცარი თვისება. Первое – это коммуникация очень высокая, პირველი არის ძალიან მაღალი კომუნიკაცია, и второе – это абсолютная защита. მეორე კი აბსოლუტური დაცვა. Харе Кришна, благодарю вас за то, что вы были так внимательны, и от вас такое тепло идет. Я очень благодарен вам. ჰარე კრიშნა, მადლობა რომ ასეთი ყურადღებით იყავით თქვენგან ისეთი სითბო მომდინარეობს, რომ ძალიან მადლიერი ვარ. Мне очень большое желание услышать вас, какое впечатление вы заберете с собой с сегодняшней встречи. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს თქვენ მოგისმინოთ რა შთაბეჭდილებებს წაიღებთ დღევანდელი შეხვედრიდან. И если это возможно, пожалуйста, нажимайте ваши кнопочки, микрофоны, и прошу вас, эфир вам. თუ ეს შესაძლებელია, გთხოვთ დააჭირეთ თქვენს ღილაკებს, მიკროფონებს და გთხოვთ Харе Кришна, я могу поделиться, Парджани Махарадж Прабhu. Да, будьте любезны, пожалуйста. Да. Вот было такое чувство, что мне как будто все доступно, вот все эти ощущения реализации, но наши умы так устроены, что мы не дотягиваем, не трогаем как будто. Препятствует, да? Да, как будто есть, но мы не трогаем. А она есть уже, все есть у нас. То есть ничего не надо придумывать, уже все есть. Да, все реализации, все отношения. Мы просто не делаем ничего. Ну, на самом деле так и есть. Например, вот, ну, это же несложно, просто манасапуджу провести, да, и сразу отношения происходят, сразу Кришна отвлекается, сразу чувствуешь теплоту, связь, но мы этого не делаем. Проблема только в том, что этого не делаем. И вот это и есть причина нашего пребывания в этой кармической оболочке. Да, Харе Кришна. Удивительно. Надо просто хотеть жить красиво, в радости. Оно возможно, если мы находимся в своей естественной среде обитания. Но мы привыкли жить в гунах, поэтому наши привычки, как якоря, они не отпускают нас. Нам надо ослаблять это, делая служение, 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 шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам. Это удивительно. Все эти виды служения, памятование в том числе, смаранам, очень важно. Но как мы можем помнить, если у нас нет впечатлений? Просто чисто теоретически там можно что-то зазубрить, но это не дает ощущения. Но если следовать этому и сделать как полагается, мы вдруг обнаруживаем, что мир другой. То есть он тот же, но он по-другому ощущается. Я очень рад вашему выступлению. Это мы оголили правду. Стриптиз устроили такой маленький. Просто раздели ее правду. Она интересная, хорошая, возбуждающая.
Окей. Благодарю вас. Кто еще готов поделиться впечатлениями? Пожалуйста. Ваша пассивность, она удивляет. Где ваше гостеприимство, люди? Конечно. Эх, вот меня очень тронули слова, что вы сказали, что от нас зависит, как мы передадим это знание другим людям. То есть в какой гуне мы находимся, в каком состоянии, вот то мы и передаем. Я как-то раньше, честно говоря, когда кому-то что-то говорю, проповедую, не задумывалась над этим. А сейчас они как-то глубоко осели. Действительно так. И вот вы сказали, слова — это просто упаковка, а начинка — это вот наши гуны, да, которые на нас действуют. И, и потом сразу сказали, что привели пример слов Иисуса Христа, где он говорит, что спаси себя сам, и как вы там сказали, и тысячи вокруг спасутся, да, да. То есть все зависит от нас. Не столько от людей, которые нас окружают, а от нас самих. Вот над этим я вот в последующем буду более глубоко задумываться. А насчет корзины, у меня давно такое чувство, что все принадлежит Кришне. Вот все абсолютно. Что бы я ни видела вокруг. Фрукт это, вода это, цветы это. Но все равно попыталась предложить, как вы сказали. Но у меня такое чувство возникло разлуки. То есть как будто бы он далеко, не могу дотянуться. Есть причина сказать ему об этом. Кришна, ты где? Он-то здесь, но мы заперты в это самое. Эфир – это почтальон. Если вы от всего сердца позовете, он придет. Ну да, так и есть, конечно. Хари Кришна, спасибо вам за сегодняшнюю лекцию. И вам спасибо большое. Спасибо даже. Хари Кришна. Харе Кришна, благодаря Прабхупаде возможны эти маленькие чудеса. Кто-то еще откликнется, что он заберет с собой? Пожалуйста, Мариам Матаджи. Я вспомнила такую вещь, что когда я вот сегодня слушала вас, и особенно мне откликнулись слова, когда вы говорили про учеников и про то, что когда один ответственно приступает, а другой нет. И вот это вот чувство, когда кто-то далеко как будто находится от меня, то это не он далеко, это я далеко. Это означает, что я в отношения не вкладываюсь. И вот это про ответственность, о которой вы говорили, как вот эта связка сейчас произошла, то, что если я хочу, чтобы он стал ближе, то это от меня зависит, как я со своей стороны вкладываюсь в эти отношения. И насколько я вкладываюсь в это отношение, то я и буду эту близость чувствовать. Лайк, Матаджи. Вот, даже два. Харе Кришна. Очень хорошо. Благодарю вас. Как много всего, видите, происходит, когда сердца откликаются. Поэтому общая такая атмосфера, она многогранной может стать, если каждый пытается участвовать в этом не пассивно, а активно. Это тоже служение киртаном. М. Будет ли еще кто-то пытаться как-то проявить себя? Вишну Шакти Прабху, пожалуйста. Ну, философски, тут я, наверное, унесу. В общем, этот стих, он является как бы бомбой под наше ложное эго, поскольку если я не это тело, а здесь прямо об этом Хираньякашипу об этом прямо нам об этом и говорит.
вот, то мне и усилия надо прилагать не в сторону поддержания этих дров, как здесь говорится, или тела, вот, а в сторону как раз вот этой связи с параматмой, которая рядом с нами всегда находится. Вот это философски. А эмоционально это то, что вот Марьям сказала, что прилагая эти усилия в нужном направлении, вот, вкладываясь в эти отношения, мы получим, да, вот эти маленькие чудеса, которые нам позволил получить Шрила Прабхупада. Давайте назовем это умным словом. Микроинвестиции. Боже мой, конечно, Хари Кришна. $10 за каждый день, Харивол. Харе Кришна. Очень благодарен. Еще кто-то? Пожалуйста. Вы видите, как обогащается все. Окей. Я про Константина знал только одну песню про Одессу. Может быть, он что-то другое скажет? Харе Кришна. Харе Кришна, Прабхуджи. Э, Ну, там в пивную он заходил. Я не скажу. Вот. Я думаю, что наше расстояние от Кришны, так же, как и от любого человека, зависит от нашего к нему отношения. Можно выдумывать что угодно, отстраивать какие-то себе домики, что вот такая ситуация, там еще что-то. Но если нет любви, это самоотношений, нет интереса, нет вкуса, и в конечном случае нет ничего. Ну, у меня все. Окей. Итак, я за инвестиции. Кто-то еще? Демократия у нас сегодня. Вот, вот, вот. Спасибо большое. Мы победили. Харе Кришна. Вся слава Шри Прабхупаде и Шримад Бхагаватам. А вам счастья на этом удивительном пути. И пусть вам сопутствует удача. Харе Кришна. Hare Krishna. Парджани Махарадж Прабху ки джай. Джай Шрила Прабхупад. Очень благодарен за эту встречу организаторам, присутствующим, всем. Hare Krishna. Спасибо большое. Парджани Махарадж Прабху.